Привет, друзья! Сегодня мы меняем шаровую на автомобиле Chevrolet Lachetti. Чтобы поменять шаровую опору, надо открутить 3 болта вот снизу, вот они, раз, два, три. И вот этот фиксирующий болт, он зажимает шток шаровой опоры. Первое, что делаем, значит, чистим щеткой резьбовое соединение. И брызгаем ВДшечкой. Все, ребят, ВДшечкой побрызгали, покисло немножко у нас все это дело. Дальше берем ключик на 14 накидной, одеваем на гаечку. Гаечка обычно спереди, болт просунут насквозь, гаечка обычно спереди. И кувалдочкой откручиваем. Момент затяжки этого болта, желательно брать новый болт. Вот, момент затяжки этого болта 60 ньютон-метров, либо 6 килограмм. У кого какой динамометрический ключ. Если вы плохо затянете этот болт, значит разболтается вот здесь разболтается кулак, вот в этом месте соединения, и будет люфт. Поэтому вот этот болт нужно затягивать так, как прописано в книжке, чтобы не разболталось и не разбило поворотный кулак. Если разобьет кулак, вот тут на месте, где входит палец, надо будет менять целиком кулак. Вот, все, откручиваем. Вот эти 3 болта крепят шаровые, которые они на 17. Берем ключик. И выкручиваем их. Момент затяжки этих болтов 100 ньютон-метров. Так, ребят, мы выкрутили вот эти 3 болта. То есть болты оставили, гайки открутили. Теперь берем бородочек и бородочком аккуратно выбиваем этот болтик. Все, болтик у нас вышел. Где он тут? Вот он. Достаем его. Вот так он выглядит. Смотрим на свету. Вот так он выглядит. Заржавелся. Сейчас мы его почистим. Его поставим на место. Но лучше использовать новый. Новый что-то я не заказал. Забыл. Так, дальше, ребят, берем монтировочку. И извлекаем, значит, палец вот здесь вот палец он шаровой опорой из рычага. Так вот подставляем. Бывает иногда молоточком надо подстучать. Сейчас мы вот таким образом. Так. Вот таким образом с помощью рычаг вот так вот убираем вниз. Все, палец у нас вышел. Приподнимаем поворотный кулак. И немножко как бы вперед убираем. И ставим на колодочку. Так, ребят, вот так у нас получается. Получается, значит, вот так вот. Вот так вот. Палец у нас вышел сюда. Поворотный кулак вместе со стойкой, если стабилизатор снят, выдвигаем вперед немножко и ставим на колодочку. Главное, чтобы не выпал у нас привод вот здесь вот или с коробки. Сюда его в сторону не отодвигаем, только по плоскости, вперед-назад. Вот, двигается он, вот видите, двигается.
максимально отодвигаем, чтобы нам легче было работать вперед, и фиксируем в таком положении. Вот, ребят, смотрите, я с помощью деревяшечки зафиксировал его туда вперед. Главное, чтобы у нас не выпало привод. Все, вот у нас теперь рычаг доступно. То есть достаем болты, вынимаем шаровую опору. Вот она. Все, вот она вся в грязи тут. Так, берем новую шаровую. Я взял тоже CTR. Берем новую шаровую. Вот она так выглядит. Новая шаровая. Так, шаровая имеет вот эту специальную выточку под болт. То есть, когда мы вставим шаровую туда в кулак, у нас болт вот таким образом зафиксирует ее. То есть, когда мы вставим кулак туда, надо вот в это отверстие точно попасть, вот это же, потом ставить болт и зафиксировать. Тогда будет все хорошо. Все понятно, да? Вот таким образом она работает. Такая конструкция используется и на Фордах, и на Маздах. Короче, на всех корейских, японских автомобилях таким образом меняется шаровая. Так, все, берем шаровую. Тут мы почистили маленько. Вставляем сюда. Тут не надо ни шайбы, ни этих гровера, потому что они тут самофиксирующиеся вот специальной пластиковой вставкой. Далее притянули мы от руки, берем динамометрический ключ, выставляем 100 и фиксируем. О, срабатывает. И чуть-чуть еще подтянем. Сработал и чуть-чуть потянули. Все, я думаю, этой силы достаточно. Никогда не слышал, чтобы эти болты откручивались. Слышал, что этот болтик откручивался, да, разбивало поворотный кулак и встречался с такой проблемой. А эти болты никогда не раскручиваются. Так, все, переходим дальше. Так, все, эти все дела мы смазываем. Шаровая новая у нас стоит. Это мы все смажем, чтобы нас не прикипало в кулаке. Также пальчиком можно прям залезть туда, в кулак, помазать. Предварительно все почистить от песка, грязи. Все, теперь берем, опускаем рычаг вниз и одеваем на палец шаровые опоры в кулак. Не знаю, как это удобно будет все снимать. Все лишнее убираем. Опускаем это дело. Прям рукой все опускается, одевается. Прям можно снизу подбить по шаровой. Вот все она зафиксировала. Сейчас покажу. Вот она вошла в поворотный кулак. Так, если посмотрим туда вовнутрь, здесь будет видно, показать вам, что шаровая у нас немножко не дошла. Так, у нас будет видно. Видно, что отверстие не прямое, что там имеется такой вот. Короче, шаровая не до конца в кулаке, поэтому берем молоточек и чуть-чуть пристукиваем. Смотрим. Вот почти, еще чуть-чуть. Все. Все, сейчас. Короче, получается круглое отверстие по всей длине. Круглое отверстие по всей длине. Теперь мы можем вставлять наш болт. Вот он, наш болт. Желательно вставлять
Вот он наш болт. Желательно вставлять новый. Но этот тоже хороший. Не потянутый, ничего. Сейчас мы его намажем. Обязательно намажем смазкой, потому что в кулаке, кулак чугунный, из железа к чугуну прикипает хорошо. Бывает иногда очень трудно выбить этот болт. Хорошенечко болтик смазываем по всей длине. И туда вставляем. Немножко молоточком. Все, он у нас на месте. С той стороны закручиваем гаечкой. Так, ребят, выставил я 60. Вот, пожалуйста. И еще немножко можно потянуть. Все. Все. У нас шаровая одета. Все затянуто. Вот так вот выглядит наша новая шаровая. На этом все, друзья. Кому видео было полезным, ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был Евгений. Пока.